Дорогие друзья, мы снова про огородные дела. И наш эксперт в программе Маргарита Васильевна Карпова, известная огородница у нас в Якутске. Маргарита Васильевна, сегодня мы будем заниматься посадкой цветов. Мы коснемся темы луковичных растений, потому что мы их сейчас еще, в принципе, не садим, потому что еще как бы рановато для них. Но мы начинаем приобретать. Как мы должны выбрать, и что с этой луковицей и картошкой делать. Потом некоторые уже как бы требуют стратификации, вот особенно тюльпаны. Они не любят хранения в помещении, они начинают дрябнуть, сохнут, и толку не будет уже от таких, они очень быстро загнивают, и все. Поэтому вот эта тема сейчас, она как бы, наверное, актуальна, чтобы подготовиться к сезону. Да, друзья дорогие, смотрите, что мы будем сажать. Вот такую красотищу невероятную. Это георгины. Посмотрите, оказывается, они бывают, вот, ну, их огромное множество, но вот у нас два таких вот вида. Это георгины. И еще у нас прям вот такой шикарный цветок, пионы. Вот мне он тоже очень нравится, вот пионы. Друзья, я думаю, что, ну, поклонниц пионов, наверное, не я одна, да? Вот. Вообще так. Все будем делать, опять-таки, основываясь на богатейшем опыте нашей огородницы и повторять за Маргаритой Васильевной. Так, ну что ж, начнем? Начнем. Для этого нам, конечно, нужна будет емкость. Большая литра емкость. на 2, потому Так. что вот этот раствор, он разводится на 2 литра, поэтому, чтобы замачивать наши луковицы для обработки их от заболеваний. Вот я ее Как сейчас он открою. называется? Дачник. Дачник. Максим Дачник. Максим Дачник. В общем, обязательно мы проходим вот такую вот процедуру. Обязательно нам раствор нужен будет. Вот она вот выглядит таким вот образом. Ампулка такая, да? Откроем ее туда. Такая сейчас пластиковая. И вот. выдавим. Она какая-то такая коричневая жидкость. Ой, она, оказывается, у меня бракованная. Нет, там что-то есть, она почему-то такая густая, вот пошла. А так обычно она какая-то такая жидкообразие, да? Да, вот, она ну, более паста такая, тут она вот почему-то вся там. Вот оно что происходит. Вот смотрите, она похожа на марганцовку. как марганцовка. А может марганцовки можно, ну если Можно такого в дела нет. марганцовке можно. Тоже 2 литра и марганцовку Да, туда. розовую Слабый делать. розовый раствор. Ну или какой-то такой Вот более интенсивный розовый, скажем, да? Да, Так? более интенсивный. И марганцовку тоже надо потемнее немножко делать для них. Это приходится ее засасывать в воду и выкачивать оттуда. Вот. А я ее сейчас разрежу, пусть она там растворяется. В общем, вся без остатка. Вот эта консистенция должна у нас Потому что попасть она на 2 в литра нашу рассчитана, водичку. вон она там вот как бы паста. Я ее туда растворю. И пусть она там плавает, это растворяется еще. Так. Ну, а пусть она там себе плавает. В общем, и ручки мы тут покрасили заодно. В этом растворе помою руки. Так, дальше. Так, ну вот, теперь будем смотреть, что же я там приобрела. Посмотрим пион. То есть Я вы их уже приобрели открывала, в я магазине. уже его посмотрела, пиончик приобрела. Корешочек. Ой, пионы шикарные, хороши, конечно, пионы, Так, они очень когда они красивые. грамотно Так. посажены Вот и теперь радуют вот мы- глаз на наших участках. Тут вот очень трудно разобраться, где у него идет корень, а который будет стебель. У корня вот они видно, что здесь растут, как бы отходят Боковые, корешки боковые, но они все засохшие. Вот эти корешки, и толку-то от них мало. А вот этот полый стебелек, это уже вот стебель. Это для того я показываю, что как мы его будем в земле помещать. Вот пока покажем, вот как он выглядит. Вот смотрите, полый. Вот, Вот полый, так в он камеру. полый здесь, туда. Это стебель, сухой стебель обрезанный. Это вот сама тут идет картошка его, и это вот корень идет. Теперь вот это все, тут он уже начал прорастать, поэтому я сейчас их все обработаю. И после замочки я их просто уже, они должны будут высохнуть. Сейчас вот я их замочу. Вот эти все сухие, они склонны загнивать. То есть мы без жалости все это обрезаем. Да, эти сухие, вот чтобы они не загнили, потому что они явно загниют. Они уже растению не нужны. Это все обрезаем.
Мгм. Ну вот так вот эти картошки потом, после того, как они отцветут, можно их вынуть Да, и можно на следующий выкапывать. год, Тут да? вот еще стебель. М? Вот он Они как. же многолетники? Они многолетники. М. Ну, вот у меня пион Марин корень, он у нас зимует, поэтому он у меня на улице, я его ничего не делаю. Накрываю, потом в зиму его проливаю, подкармливаю. Вот он будет тут лежать. Мгм. Сколько там по времени требуется нам полежать им? 30 минут. Мгм. Он там плавает. То же Так. самое мы будем поступать С с георгинами. георгином. Мгм. Вот у георгина корешок совсем Да, другой. тут вот Посмотрите-ка. клубни вот эти вот. Мгм. Мгм. Вот он здесь полчаса помокнет. Мы должны будем его потом очень хорошо просушить. Мгм. Потому что если влага останется, он начнет загнивать. Так. Вот теперь мы приступим к обработке георгина. Он немножко отличается от пиона. У него вот такие вот клубеньки длинные. Когда покупаем, мы смотрим, чтобы они вот в этом месте держались. Мгм. Это вот тоже корешок идет от этого. Бывает, что вот так просто вот отломан он, надломанный. Да, уже Да, вот от надломлен. такого уже тут толку не будет от него. Он То уже есть его питание нужно дает. отрезать, да? И это не картошка, как в нашем понимании. Тут нет глазков на нем. Мгм. Ничего не вырастет уже с него. Они не прорастают, он только загниет. Вот поэтому, когда покупаем, мы мешочек просто берем там и смотрим, чтобы все, Мгм. хотя бы основная То часть есть, их, да, когда вы в держались магазине, они. нужно внимательно, как говорится, посмотреть, очень пристально, придирчиво, вот что же там внутри. Тем более вот мешочек он такой, ну, Ну, он прозрачный, прозрачный, он можно, позволяет ну, посмотреть. увидеть можно, пощупать можно даже, да, А то наверное? иной раз возьмешь там, а там Мгм. буквально все они отломаны. Где-то их М, придавили, они все обломались. Да-да-да. Смысл покупать такой При корешок? пересылке, да, в Да, вот и магазине они при где-то. упаковках и все. Тут Мгм. теперь мы тоже самое поступаем. Он тоже проснулся, он лежал в магазине, у них А, условия-то такие, вот он начал прорастать. так. Поэтому я тут сейчас вот все сухое обрежу тоже, вот эти Мгм. корешочки. Да, погибшие уже, да, вот Погибшие они обломанные. еще склонны к тому, что они и могут, сейчас мы их еще вот тут, где, ой, корешки все тонкие обрезаем, Мгм. чтобы они тут не мешали. Так. И не вызвали загнивание вообще всех клубней. Мгм. Почистим его. Вот. Ой, туда залезть. Вот он Мгм. у нас чистенький. Таким же образом, я когда свои выкапываю, я тоже у них все сразу удаляю, вот это Мгм. все лишнее. На хранение, На когда на хранение, зиму. когда Ага. закладываю, И вот вы это. потом закладываете это где-то в погреб у себя, да? У вас частный Да, у дом? меня они Или просто в же... холодной, М, в этой комнате лежат, и мгм. периодически там надо их просматривать. Понятно. Так, обломки вот эти тоже обрезать, бессмысленно. Он сам загниет вот этот и Мгм. заразит гнилью всю остальную массу. Знаете, вот вроде А вот этот же тоже обломанный, нет? тоже обломанный, тоже его Да. отрежем. Жалко, конечно, но Жалко, но обломанный. что делать? Да. Все обрезы нам надо немножко обработать Обрабатываем мы зеленкой. зеленочкой. Вот тут корешочки были обломанные, но там что-то мокро еще. Мгм. То есть, видите, мы ранки все как бы должны Раночки помазать. обработаем. Мгм. Вот, а тут были сухие совсем, и они Мгм. ничего. Сейчас я буду вся Вот, дорогие зеленая. друзья, в Так, и общем, тоже все туда же. дело в дело. И И тоже зеленка, туда же и на марганцовка. полчаса. Мгм. Опускаем вот в ту же И пусть емкость. себе там плавает, полчасика ждет Мгм. время. Так, ну теперь вот сейчас идет больная тема. Сегодня смотрю на WhatsApp, все спрашивают про тюльпаны. Мгм. Но в магазине тоже появляются тюльпаны. Ну, тюльпаны у нас если что, мы вот эти пионы и георгины пока не садим. Мы их обработаем, проверили, какое качество у нас посадочного материала, и можем их высушить и пока еще положить хранить, закрыть их в пакетике, чтобы у них вот ростки появились, чтобы эти росточки не засохли. Мы их просто положим. Я их засыпаю даже в сухой песок. Вот они высохнут, песок еще оттуда лишнюю влагу заберет, Мгм. и в холод. Тогда вот, когда они лежат в песке, они как бы свою влагу отдают песку. И бывает так, что даже там начинает в песке давать корешки. Вытаскиваешь, он уже готов к посадке. Тогда уже начинаем его
пересаживать. Потому что раньше апреля они нам пока для посадки не нужны. А То вот есть вот мы обработали, вытащили, высушили и забыли про них апреля до месяца. апреля. Ну, только Хранить заглядываем. где-то, где нужно? Значит, в мешочках из холста или в бумаге, или в Да не, коробочке. бумагу, или где? газету можно В завернуть. газетку можно, да? Завернуть, ну газет-то нет. Ну в бумагу, да? Или вот пакетик, вот так. пакетики такие, они же вот дырчатые. Мгм. И почему-то вот не дырчатые они. То они, это вот бывает, И что где-то в дырчатые. темном месте нужно держать? Не, я сложу их потом в общий пакет, и они у меня в темноте лежат. Все. Ну, периодически, вот с А осени потом уже вы их высаживаете куда в апреле? в апреле Опять-таки в горшочке, горшки ну, высаживаю. да. 5-литровые банки, потому что вот если эту посмотреть, она же такая большая, в какой Да-да-да. горшок. 5-литровую банку отрезаю так, чтобы она по уровню была Мгм. туда, и заталкиваешь туда. Также этот тоже. И горшок. покрывать нужно все полностью землей, Не да? полностью С землей, земли они- не засыпая вот этот вот Ага. это стебель идет. Если здесь вот будет у нас мокрый, и влага сюда будет из земли попадать, оно загниет и заразит весь его. Мгм. Он должен торчать. Хорошо, а пиончик Ну, у пиончика тоже мы его не сильно будем заглублять. углублять? Вот так вот. Вот это вот должно Над торчать. землей. У него корни это у георгина вниз висят, а у этого вот корни вот они по земле вот так в стороны идут. Поэтому мы его вот так вот ложим. Для него нужна будет плошка, значит, соответственно, 5-литровый горшок, порезанный по такой. И примерно сколько вот у этого, это один пион, да, сколько будет соцветий, Ну, скажем не так, знаю, да? у него вот пока явно видно 2, но у него может быть еще и проснуться где-то Да, что-то. и может еще что-то выйти. Да. То есть у нас как бы получится такой пион, кустик такой пионовый, да? Пионовый кустик. Да, вот. Потом, когда уже плюсовые температуры будут стойкие, уже мы из этой емкости Куст будем пиона. переваливать. Так, теперь Так давайте скажем. мы поговорим о Тюльпаны. о тюльпанах. Тюльпан – это такое растение, которое, в принципе, требует стратификации. Вот мы те, если в тепло ложим, то тюльпан, он, если он пролежит в тепле, он потом не способен как бы зацвести. Он в холоде образует вот эту мозолистую часть с корешками. И для этого надо ему не выше 10 градусов, где-то 5-8 градусов – это самое оптимальное время, чтобы вот так вот они у меня уже были в землю положены. Я их уже обработала. Это я у подружки взяла. Она говорит, я не знаю, что с ними делать, у меня, говорит, пропадут. И вот я их взяла у нее. Тут у него и детки пошли. И сразу я их тоже в Максиме продержала, высушила. Сколько вы держали там? Ну, также Тоже полчасика. Также полчасика. Все, тут вот они есть такие, что у них вот тоже загнивает вот бока. Чтобы спасти его, я его Обработали зеленкой. обрезала. У меня вот специально этот канцелярский ножик, он очень острый. Обрезаешь все, и потом зеленочкой это все обрабатываешь. Подлечили. Подлечила его. И теперь вот их уже так, они уже образовали тут целую эту мочку корней. Их уже так не сохранишь, они погибнут элементарно. Так, и тогда? Поэтому я вот так делаю. Даже при высадке всех луковичных, первым делом что делают? Если там земля, вот насыпана земля, она влажная. Там ее увлажняем, и все, сверху насыпаем песочек. Так. Потому что песочек, это он такой воздушный, проницаемый, и влага в нем не задерживается, и воздух туда хорошо проникает. Присыпаем в этот песочек, ставим вот этими корешочечками туда, стараемся не сломать их, и вот присыпаем все песочком вокруг. И после этого только уже можно землей. И помещаем тоже не в тепло, а в холод, где градусов 10 будет тепла. Пусть они там стоят, чтобы они хорошо укоренились. Главное, чтобы их не заморозить. У меня там некоторые подзамерзли. Поставила, близко к дверям были. Жалко так было. Но ничего. А потом присыпаем землей еще. Ну, то а есть сверху, песочек. сверху землей. И то есть его уже и не И видно. пока не поливаем. Пока не поливаем, а Потому вот что этот ему маленький хватает- хвостичек торчит, остается, да? Но они не должны торчать. На высоту луковицу помещают на высоту, садят, если нам в землю садить, то на высоту 3 луковицы. Ну, 10-12
сантиметров на глубину, вниз. туда ее надо. Ага. Но в стаканчике мы такой глубины не можем обеспечить. Ему достаточно будет хотя бы вот так прикрыть его. Мгм. Ну, то есть А у нас когда это будем как бы высаживать, мы рассада его у нас же поглубь- да, получается, да? А когда будем высаживать, уже мы его будем садить, вот, Ну, как соответственно, вот так нужно. присыпем То есть это поглубже. когда вы будете высаживать, а высаживать когда вы будете уже? Тоже, когда земля прогреется до 10 То есть градусов, уже земля, чтобы где-то градусов 10 было. на грядку, ну, в цветочную, так сказать, грядку вы высаживаете где-то в июне, да? Да, уже в июне. То есть вот из этих стаканчиков, Тоже зависит да? от Из этих температуры. стаканчиков? Да, из этих стаканчиков. А Они за тут все уже корни это, дадут. да, и они И уже... стаканчик они вот так перевернула, они тут уже вся земля на них держаться будет, они уже там И укореняются. смотрите, друзья дорогие, это получается у нас опять-таки первая декада февраля, начало марта. Ну, это уже можно даже вот как приобрели вот пионы. Сейчас же вот они, то есть эти тюльпаны, потому что сейчас они уже в магазинах появились. Так. И они появились, вот тут где-то у меня вот есть, вот они в таком виде. Тут только-только валик образовался, если он образовался. Бывает просто ровный, ровное донышко. Так, хорошо. Тогда Если из его магазина мы взяли, процедуру быстренько проговорим, вот как мы это все должны сделать. Обработаем в Максиме на Так, полчаса. он будет в шелухе, вот Так. как вот это вот. Вот это вот тут оболочка сухая. Мы Шелуху вот такую нужно шелуху снять. всю эту снимем. Так, что происходит? Ну, Шелуху как мы луковицы. снимаем. Мы шелуху снимаем, Так. также из пиона снимаем. Мгм. Это я для образца, я пока с них А снимать не буду. тюльпаны также? Также они в шелуху Мгм, закрыты. так, Снимаем, после этого мы его замачиваем В Максиме на в полчаса, Максиме на потом полчаса, потом хорошо просушиваем, чтобы он был сухой. где-то вот здесь. сутки. Да, он может сутки, то есть двое Со может всех лежать. боков переворачивать нужно. То есть Да, это и процесс такой, проверяем. знаете, не там куда-то забросил и забыл, а все-таки нужно вот это вот Следить помнить. за ними надо. Да, и как-то, знаете, вот с душой как-то. Прослеживать Так, надо. Вот тут земля потом? налипла. Сейчас я ее попробую так. Мгм. Чтобы не Просушили, и потом мы проделаем вот такую процедуру, да? Да, и тоже мы его вот сейчас вот такая вот тоже он на холоде лежал, у него уже мозоль тут образовалась. Так. Если его сейчас в землю положить и опять при плюс 5-10 градусов, он начнет активно, вот те уже дали корешки, начнет и этот давать активно корешки. То есть стратификация это не значит, что прям минус 40, знаете, да? Да, Это это- как-то очень так жестоко. Мы, Надо замерзнуть да, совсем. поэтому где-то градусов, все-таки это плюсовая температура больше, да, чем Плюсовая, минус? но довольно пониженная такая, что Не ближе к 0, но 5-3 градуса можно? 3 уже 3 холодновато. холодновато, 5 градусов. У нас То же есть- по угаров уже есть 4 градуса для растений, уже как бы 0. Это уже, вот запомним, да, 4 градуса. Он для же не растений, зря это уже биологический всё. термометр Ну, сделал. конечно, да. Поэтому от 5 градусов и до 10 вот градусов помещаем вот эти луковицы. И они у нас как бы проходят вот эту холодовую, он тогда очень активно выпускает корни. Не в стрелку. Если поместить их сейчас в тепло просто, он просто хорошо выпустит стрелку без корней. Мы будем радоваться, а на самом деле это Да, всё а там плохо. луковица помирает. Да, да, Она да, просто да. все отдала То есть цветком. все нужно как бы делать очень грамотно. И вот они у нас в холоде, укрепляется корень, развивается эта корневая система. И уже когда в июне, начало июня, когда земля У нас прогревается, может быть уже и конец хорошо, мая. да? Смотря То есть вот можно какая пальчик опустить в землю, если лучше термометр. термометр, да. Вот. Сейчас жизнь такая, что термометр по-любому можно всегда найти. Да, Такой да. с длинной палкой. Мгм. Тут Вот, куда опускать. 10 градусов, и уже потом только высаживать, пересаживать вот эти вот тюльпанчики. я их И не тогда, поливаю. да, будет гарантия того, что у вас действительно цветочки получатся, как Он там украшение укоренится вашего сам по участка. себе, сидит там. Главное сейчас их не мочить. Вот там внизу есть, корни туда стремятся, вот там влажная вот эта Влага. донышко. А вообще потом дренаж, в процессе, вот ну здесь сейчас, влажная земля. знаете, начало марта, как бы, а потом-то немножко как-то Вот влагу давать. вот когда начнет вот здесь появляться зелень, а здесь мы можем уже увидеть корни, тогда уже обязательно поливать надо. если Поливать. она сок А хотя бы. сейчас вообще ничего не А сейчас поливать. не надо, потому что они загниют. Все понятно. То же самое, когда мы будем в горшок садить вот эти вот вещи. То же самое, я сажу, почему их в бутылку, потому что я уже вижу там по стенке прозрачная же. Видно, что ее еще тут ничего может нормально не вырасти, а там вся она уже корешки Понятно. пошли. Значит, И сейчас, тогда только поливать начинаем. Вот сейчас мы рассказываем вот по этому делу. У нас георгины, как помним, да, и мы пиончик замочили. Значит,
Полчаса полежат, что с ними дальше? Ну все, мы их вытащим, будем Так. сушить. И на сушку. Сушку. После сушки мы уже про них забываем в теплое, нет, Прохладное прохладное место место, ложим. в темненькое укладываем и забываем до теплого времени, уже до лета, Не да? совсем так, мы Так, их не в июне. забываем, А мы что мы с ними периодически делаем? их смотрим. Так, да. Если требуется Мгм. где-то что-то, мы замечаем такое, обрезаем и зеленочкой Да, обрабатываем. да. Если Потому вдруг... что загниет и Мгм, испортим, и мгм, все. Мы мгм. кинемся через 2 месяца, а там у нас все сгнило. Мгм. Поэтому И их вот надо это все смотреть. дело мы высушиваем на таком вот проветриваемом месте в доме, да, в квартире. Хорошо сушить на Мгм, тряпке, потому на что тряпка тряпочке. сама Да, она впитывает. впитывает, да, и переворачиваем периодически вот эти наши корешки, чтобы они прям, вот знаете, вот высохли хорошенечко. Складируем в мешочек в темное место прохладненькое, да, Прохладненькое место. и забываем до лета. Ну, конечно, проверяем. Проверять, Так. не забывать А проверять. потом вот эти корни мы уже идем и высаживаем, в общем, в свой цветник, да? Ну, корни на уже участке. можно, если еще холодно, мы их Мгм. садим во временную емкость, вот, Мгм. хорошо в прозрачную, чтобы наблюдать. А это за примерно в какое время? Ну вот я Где-то их в мае? в апреле апреле. уже начну их по этим Мгм. по емкостям Март, апрель. рассаживать. Ну, через месяц можно Да, уже через заняться месяц уже посадкой можно. во временные горшки. Ну вот есть же у нас 5-литровки, да, пластиковые бутылки. Очень доступный То есть горшок можно, и очень да. удобный, потому что он прозрачный. Мгм. И видно развитие видно растения. развитие, да, как Поливать, не поливать, развивается, потому растет. что рано поливать нельзя. Мгм. Сгниют они. Мгм. А вот когда корни начинают пить, вот самое время начинаем поливать. А садим также в землю, помещаем, вся картошечка вокруг должна быть в песке. Мгм. Песочек. А вот Песочек. этот вот маленький хвостик, вот стебелек, он Да, должен вот этот стебелечек на улице. высунутый, да, на Да, он улицу. остается, его не засыпаем. Здесь вот засыпаем, вот как бы корневая шейка. А вот с поливом, первый полив, когда мы в землю посадили Только во как корни временную, увидим, мы его да, раньше всё, никак не можем. не поливаем никак абсолютно. Да. Только низ мы почву проливаем, потом песочек. В этот песочек окунаем, скажем так, вот все наши Земля, корни, вот да? при посадке земля должна быть чуть-чуть влажная. Мгм. Песок совершенно сухой. Сухой, Да, да, вот песок, а потом И уже чуть вот это влажный. растение, оно из песка как бы будет стремиться вот стимулировать рост именно вот Корней корневой туда, системы. тянуться к влаге. К влаге, да. Ну что, вот с этими делами мы разобрались, а теперь у нас еще осталось очень важное дело. Посмотрите на ручки. Вот теперь я в земле да, поработала, да. руки у меня ужасные, а после этого мы их Ага. моем, они у нас начинают сохнуть, кожа сохнет. Это больной вопрос, когда руки У начинают огородника, да, чернеть, да, и все. да. Я нашла выход из положения. Раньше было в аптеке. Вот такие вот беру бутылочки, Мгм. Аммиак. аммиак, У любой И хозяйки найдется и глицерин, в по аптеке. 50 миллилитров вот здесь вот у меня, ну, главное, равные Мгм. пропорции. Так. Их заливаем, вот беру водичку обычную. Мгм. Здесь ну, водички я могу взять побольше, Ну, потому где-то что 50, да, тут 70. тут вот на них я уже беру 100 миллилитров. 100 миллилитров воды. 100-150, потому что очень едкий запах от него. Я лучше чуть-чуть больше разведу. Мгм. Чуть-чуть побольше. Могу вот на это количество взять двойную. Тут их 100 вместе получается. Я могу налить 150. Водички. Да, ну, чтобы так был запах более-менее. Мгм. И он очень... В чем его прелесть для аллергиков, кто страдает? Я, например, на крема реагирую очень нехорошо. В общем, друзья дорогие, мы сейчас будем создавать своими руками. Вот, понюхайте. Тут у меня он уже есть готовый. Ой. Он резкий. Резкий аммиак. А он Да. так быстро выветривается, зато вот эта жидкость, все Это рамки, для обработки рук, все дорогие рамки, друзья. и Мгм. кожа смягчается за счет глицерина. Аммиак, он все И прижигает, то есть все водичка, порезы, царапинки. аммиак и глицерин. Все это смешиваем. Где им нужно хранить? Да, При в комнатной комнате, в температуре? комнате. Да. Руки обработать, потом они мягонькие становятся, кожа Мгм. просохнет и все. Запах, конечно, не очень, Мгм. но, как ни странно, он на аллергиков не действует. Вот видите как. Удивительно. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы узнали очень много полезной информации именно по луковичным растениям. Маргарита Васильевна, большое огромное спасибо. Мало того, вы еще нам показали вот крем, да? Как сделать в домашних условиях, создать крем Да. и пользоваться им, для того, чтобы сохранить молодость, красоту ваших ручек. Ну что, будем пробовать?